эти дни очень многие россияне, как и люди по всему миру, наблюдают за тем, что происходит в Беларуси, и за тем, какую силу применяют силовики и правительство Лукашенко в отношении собственного народа, и резиновые пули, и водометы, и избиения, и тюремные сроки. И вот это ощущение солидарности, она выливается во множество акций, в цепи солидарности. Люди подписывают петиции, люди выходят на улицы. Но, к сожалению, не все из них осознают, что у нас, в нашей собственной стране, в России, происходят не менее ужасные преступления. В частности, то, что делается в Ингушетии на протяжении многих лет, даже десятилетий, это преступления против человечества. И на это нельзя не откликнуться. Но, к сожалению, я этого эха, этой солидарности, сочувствия и руки помощи не вижу ни среди москвичей, ни среди жителей других городов. Это никак почему-то не связано ни с социальным статусом, ни с профессиональным полем деятельности. Просто как бы люди не сочувствовали, какие бы новости из Ингушетии до них не докатывались, все равно почему-то стоит какая-то глухая стена, непроницаемая, непонимание, отчужденности, какое-то ощущение того, что это не с нами, не про нас, и с нами никогда не случится. Но, к сожалению, многие знают и про события 2019 года, когда люди вышли на площадь Магаса, чтобы мирно заявить о своих правах и не допустить не только оккупацию собственных земель, но и произвол своих чиновников, предательство главы республики и, конечно, прессинг и унижение, по сути, со стороны федерального правительства, со стороны Кремля. Они вышли без оружия, вышли женщины, мужчины. Многие из них были арестованы, больше 20 человек сейчас под следствием. Это люди разных профессий, многие из них интеллигенты, правозащитники, историки, преподаватели. Они все, в принципе, попали под эти жернова случайно. И на их месте может оказаться любой человек в любом другом российском городе, потому что Ингушетия, как и, в принципе, весь Северный Кавказ, это испытательный полигон для нашей силовой структуры. И то, что сейчас испытывается на ингушах, рано или поздно почувствуют на себе и москвичи. И бесчисленные операции, которые, например, на Кавказе называются контртеррористическими операциями, после которых пропадают люди, исчезают молодые парни, кому-то подкидывают гранаты. И очень сложно порой дознаться, кто же на самом деле был виноват и за что же тот или иной человек оказался в могиле, а его тело так и не было выдано родным. И тот факт, что за последний год на территории Ингушетии произошло аж 5 КТО, это говорит о том, что кто-то заинтересован в сгущении обстановки в Ингушетии. И мы видели на примере современной истории, потому что происходило в Чечне, в Дагестане. Из Москвы очень легко управлять вот этими горячими точками, смещать их из одной республики в другую, полностью ликвидировать их. Мы видели, что когда центр тяжести в 2014 году переместился в Украину, количество каких-то негативных новостей про Северный Кавказ и про тамошних террористов резко уменьшился, появились какие-то позитивные репортажи про тамошних фермеров и про дружбу народов. Сейчас, в связи с тем, что ингуши оказали такое сопротивление, такую сплоченность, видимо, выгодно сделать их козлами отпущения, снова представить эту республику как новый такой центр неспокойствия в регионе. И несмотря на то, что непосредственной взаимосвязи между КТО и между событиями с ингушским делом, так называемым, нет, тем не менее, это все звенья одной цепи, и это все тянется и в 1992 год, когда происходил геноцид ингушского народа. К сожалению, об этом мы мало что знаем. Вообще мы, россияне, к сожалению, даже жители соседних республик, я из Дагестана, плохо разбираемся вот в исторических обстоятельствах деления, перемещения границ и всех этих национальных конфликтов, зерна которых засевались, к сожалению, в 20-е и в 30-е годы, и мы пожинаем сейчас эти плоды. Но
надо помнить, что мы сейчас сеем кое-какие семена. Это семена равнодушия, эти семена отстранения какого-то. И это очень понятное человеческое стремление спрятать голову в песок, закрыться и сказать, что нет, у нас просто нет сил вынести еще и какие-то чужие проблемы. Но проблемы-то не чужие, проблемы наши. И я бы призвала всех своих знакомых и незнакомых, кто слышит сейчас, видит этот ролик, не быть равнодушными, искать информацию, читать новости, смотреть ролики, следить за судебными делами, писать письма ингушским узникам. Если есть возможность, приходить на их суды, подписывать петиции, писать открытые письма, выходить на одиночные пикеты тогда, когда это возможно. Это все акции гражданского самосознания, они нам еще пока доступны. За них нас пока еще не казнят, к счастью, не отрубят ни руки, ни ноги, не сгноят в тюрьме. Это максимум может вылиться в небольшой штраф 15-20 тысяч рублей, который народ соберет. А вот вернуть жизни, вернуть потерянные годы, здоровье, репутацию, нервы и вообще ощущение праздника жизни и доверия к людям, это уже невозможно. И поэтому, чтобы мы не оказались на месте ингушского народа, надо о нем думать, знать и помогать. Я призываю всех записывать ролики с хэштегами «Ингушское дело» и «Свободу политзаключенным» и выкладывать их в своих социальных сетях.